Сегодня мы можем смело говорить о достижениях нашего региона в сфере образования. Это десятки современных школ, качественные дошкольные объекты, профессиональные кадры, новейшее оборудование, кабинеты дополнительного образования, отличные результаты на всероссийских олимпиадах, конкурсах, тестированиях и не только. На сегодняшний день мы все сами наблюдаем, как развивается система образования. Отчасти это благодаря тому, что в Республике Ингушетия уже на протяжении многих лет система образования является приоритетным направлением. И это видно потому, как руководство республики уделяет внимание. На сегодняшний день система представлена 134 учреждениями общего образования, 78 учреждений реализуют программу дошкольного образования, 7 учреждений среднего профессионального образования. То есть также имеются учреждения дополнительного образования, это Институт повышения квалификации работников системы образования. Масштабные открытия в сфере образования помогли региону повысить уровень знаний школьников. Только в прошлом году свои двери в рамках государственной программы благодаря поддержке федерального центра открыли 4 общеобразовательных учреждения на 2880 мест. На сегодняшний день в Ингушетии ведется строительство также 21 школы на 14 тысяч мест и 9 детских садов на 2000 мест. Не устану открывать новые школы. По указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина по национальным проектам демографии нам выделяются эти деньги до 24-25. Мы еще их будем строить более 40 школ, детских садов. Мы улучшаем и условия создаем для детей, но и, конечно, учителям. Учителям ту возможность и улучшенные условия, прекрасные классы, чтобы вы могли бы отдать все свои знания детям, и они вас в конце учебного процесса 11-м радовали золотыми медалями, 100-бальными знаниями. Благодаря государственной поддержке открыты школы в сельских поселениях, где особенно нуждались в новых условиях. Так, знаковым событием стало открытие школы на 720 мест в Плиеве. Здесь удалось создать все условия для качественного образования. Инновационные кабинеты, спортзал, большая столовая, а самое главное – комфортные классы. Для обучения учащихся великолепные. Чем больше живешь, тем больше надеешься на самое лучшее. И в конце концов мы все-таки дожили до этого, что мы получили прекраснейшие условия для возможности обучать детей. Прекрасные наглядные пособия, просторные светлые классы, прекрасная электроника. У нас есть проектор, у нас есть принтер, у нас компьютер. У нас обучение детей, это очень сейчас обучать детей с такими условиями очень легко. Чтобы у каждого ребенка в республике была возможность получать знания в красивых и чистых классах в рамках программы капитального ремонта, в регионе идет обновление 13 объектов образования. Это лицей Назрани, 7-я Сужская школа и 18-я Малгобека, и не только. Проведение капитального ремонта, помимо ремонтных работ в здании, предусматривает обновление материально-технической базы, обновление мебели, а также создание условий для полноценной реализации учебного процесса. Также в рамках этой же программы предусмотрено переобучение всех педагогов, которые будут образовательный процесс осуществлять в данных организациях, которые прошли капремонт. В этом направлении уже работа министерством ведется. С мая уже месяца сформирован список работников по направлениям, и они пройдут переподготовку. Большое внимание в регионе уделяют дошкольному образованию. Впервые в истории села Зязиков-Юж здесь открыли детский сад на 220 детей. Ликвидировать очередность удалось в селении Сагапши, где также открыли детский сад. Еще одним долгожданным открытием стали объекты в Вежери-Юрте и в Новом Реданте. Дал сардот уюрты сояхшол шуды. Ушол шрат саккананы ханячи условиш.
Улучшить условия образования удалось во многом благодаря реализации национальных проектов и подпроектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка». Открыты инновационные центры «Точка роста». На базе 105 учреждений открыты 300 кабинетов дополнительного образования по 6 направлениям, где у учащихся будет возможность раннюю профориентационную работу проводить по всем направлениям, которые вот сейчас введены в системе образования. Это духовно-нравственное, IT-технологии, также открыты кабинеты робототехнические, где они имеют возможность, дети, реализовывать все свои потенциальные возможности. На базе 105 учреждений созданы все возможности для реализации дополнительного образования. Существенно за эти годы обновился автопарк школьных автобусов в Ингушетии для общеобразовательных учреждений, в том числе для школ отдаленных сельских поселений. Закуплено больше 80 единиц транспорта. Обеспечение школьным транспортом позволяет образовательному учреждению полноценно реализовывать дополнительную программу, воспитательную работу. Также имеют возможность выезжать на экскурсии, в олимпиады, в другие населенные пункты республики, а также обеспечивать по необходимости подвоз учащихся, которые проживают на расстоянии более чем 2,5 километров от школы до дома. Помимо обеспечения современных условий, особое внимание уделяется качеству образования. О нем лучше всего говорят отличные результаты наших школьников на олимпиадах и конкурсах, а также выпускников на едином государственном экзамене. На протяжении 3 лет мы имеем положительную динамику в плане качества наших выпускников. В 2019 году количество 100-бальных результатов составляло 4 человека, которые прошли экзамены на 100 баллов. В 2020 году это было 12, а в прошлом году 24 100-бальных результата. То есть мы видим, какой скачок. Максимально вовлеченность родителей, конечно, имеет определенные свои уже результаты. Также необходимо отметить, что работа школы с выпускниками, она тоже построена в новом формате. Уже с сентября формируется расписание. Впереди новые важные открытия. В сентябре в Ингушетии появится первый центр одаренных детей «Олимп». Он также призван улучшить качество дополнительного образования и развивать талантливых детей. Центр будет открыт в сельском поселении Яндере. Там создана практически вся необходимая инфраструктура. Заключены контракты на поставку оборудования. И в сентябре уже текущего года, я думаю, у наших детей будет возможность начать работу. Центр будет функционировать в круглосуточном режиме. Ингушетия и дальше будет работать над развитием важных направлений. Чем больше талантливых и образованных детей, тем успешнее регион. Рина Цычоева, Рамзан Зурабов. Новости 24.